Здравствуйте, Руслан Захаркин, Голос новости. Сразу покажусь, что скрываться. На самом деле у меня два будет вопроса маленьких. Смотрите, вы снова сидите без средств индивидуальной защиты, хотя все должны быть в масках, перчатках, это понятно. Но когда-то, когда был первый локдаун, вы сказали, что коронавирус, скажем так, это вообще не болезнь, ничего, а сколько у нас уже в Москве ограничений, сколько в Кыргызстане ограничений, сколько у нас потерь. Вы осознаете свою ответственность за те слова, когда вы говорили, что ничего страшного в этом нет, это первое. И второе, я не хотел его задавать, но когда мы все сюда приходили, в Национальную службу новостей, я встретил двух молодых ребят из Кыргызстана, которые здесь работают, трудовые мигранты. И они были с одиночными пикетами, что-то там на своем языке, как раз на киргизском, написали. Я спросил, а что вам написано? Он сказал, в мягкой форме мы против того, чтобы вы стали президентом. И один из них отказался говорить, а один сказал, в общем, Мадумаров нам не нравится, потому что он использует мигрантов, когда им нужно. В общем, одни и те же песни каждый год, разные политики, в том числе и вы, призываете мигрантов в том числе голосовать. Неужели это только способ выиграть на выборах, или мы как-то неправильно понимаем? Очень хотелось бы ваш развернутый ответ увидеть, как говорится, рахмет за ответ. Спасибо. Спасибо. Что касается COVID, коронавируса. Мадумаров когда говорил об этом? Можете напомнить? Весной. 19 марта. Весной, все правильно. Когда у нас в Кыргызстане начались эти коронавирусные истерии? С того же самого времени. С июня. Люди приезжали, они же вас слушали. С июня. Дорогой мой, если народ после обращения Мадумарова перестает бояться от ковида, то счастлив Мадумаров. Значит, народ слушается, народ верит и доверяет. Где ваша логика? Вы говорите, народ вам не доверяет? А если не доверяет, при чем тут Мадумаров? Выступил так выступил. И причем такими призывами выступал не один Мадумаров. Обратите внимание на итальянский парламент, обратите внимание на американский конгресс, обратите внимание на австрийский парламент. Все выступали там. Я отвечаю за свои слова, а не за то, что вы услышали. Я говорил, не надо бояться. Паника – это самый страшный вирус. Не надо бояться. Страх снижает сопротивляемость организма любой инфекции. Надо успокаивать. Это первое. Второе. Время показало и доказало, что я был абсолютно прав. Посмотрите, с 19 марта по 1 июня количество заразившихся практически ничтожество. А с июня, да. Почему? Потому что начиная с марта начинаются весенние полевые работы. Всех загнать домой и полностью закрываться. Осенью почувствуем мы продовольственную безопасность. Всегда палка о двух концах. Надо выбирать, что лучше. Всю зиму сидеть голодным или весной выйти поработать, но зато зимовать достойно. Второе. Одиночный пикет, я бы оскорбился, если бы не было такого пикета. Мадумарова везде сопровождает. И мне известны эти люди. Кто направляет, как направляет, во имя чего направляет. Если вы задали вопрос, он не отвечает, потому что он не знает, почему так стоит. Он должен так стоять. Один отказался, а второй прокомментировал. Он прокомментировал и сказал, что Мадумаров не нравится, да? Я же когда-то отвечал, когда подал в отставку с поста спикера парламента Кыргызской республики. Я не девушка, чтобы постараться понравиться всем. Понимаешь? У вас есть дети? Пока еще нет, но есть невеста. Вот когда будут, попробуйте, пожалуйста, вы своим детям не нравитесь иногда. Это нормальное явление. Но здесь не нравится, не нравится. Здесь уже профессиональные какие-то качества учитывают. И этот человек сказал, что хочет видеть молодых во власти. Молодых. Чтобы была сменяемость, молодая кровь. Да, это хорошее желание. Это очень хорошее желание. Но Мадумаров не Трамп и не Байден. До Трампа, до Байдена мне еще четверть века надо жить. Я по сравнению с ним еще мальчик. Да, 55. Да, пожалуйста, следующий вопрос. Спасибо. Удачи.
Да. Снимаю маску. Союз национальностей, зам главного редактора журнала. Значит, маску одеваю, вот, и сразу по той теме, которая сейчас была, сообщаю, что мы здесь все в масках. Вот. Господин Умаров от нас находится на более чем нужном расстоянии, поэтому я считаю это абсолютно правильно, что без маски, потому что мы должны видеть представителя Кыргызстана. Вот, значит, какие вопросы будут? Ну, первый вопрос – это такой насущный по выборной системе. Значит, ну, существуют наблюдатели, которые смотрят за тем, чтобы выборы проходили без нарушений. Но мы в бывшем жили единой страной, да и мы сейчас находимся в разных странах, но мы близкие народы. Вот. И есть такое предложение, может ли быть оно осуществимо? Может быть, как бы Российской Федерации, имеющей большой опыт в предвыборной программе, быть не только наблюдателем, но и занимать какое-то место в участии предвыборного процесса. Тогда на этом периоде, возможно, меньше было бы нарушений, и ситуация не заходила бы в коллапс. И у меня будет второй вопрос, сразу задам два. Значит, нам, конечно, интересно, у нас общие цели – это благосостояние народа и, скажем так, уверенность в завтрашнем дне. Вот, то есть создается впечатление, что там, где идет послабление налогового бремени, развивается промышленность и присутствует инвестиционная привлекательность. Рассматриваете ли вы в перспективе изменить что-то в налоговом законодательстве на предмет понижения или повышения налогов? Спасибо большое. Очень актуальный вопрос. Насчет того, что повлияет ли Российская Федерация вообще на ход выборов в Российской Федерации. Безусловно, повлияет. Если бы я сказал, что не влияет, я бы слукавил бы. Повлияет, в любом случае повлияет. Потому что, да. Я хотел сказать, что участие, вот именно участие в проведении предвыборного процесса. Я об этом и говорю, да. Есть такие международные институты, как Межпарламентская ассамблея Содружества независимых государств. Имеет право отправлять туда наблюдателей. Есть организация договора о коллективной безопасности. Имеет право отправлять туда. И Центральная избирательная комиссия Российской Федерации от себя тоже имеет право отправлять туда наблюдателей. То есть мы, Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики, должна направлять приглашение принимать участие в качестве наблюдателей. Есть долгосрочные, есть краткосрочные. И эти наблюдатели, безусловно, сыграют свою роль в проведении любого политического мероприятия, будь это референдум, будь это там парламентские выборы, президентские выборы, безусловно. И мы заинтересованы, чем больше будет международных наблюдателей, тем лучше для нашей страны. Второй вопрос. Заинтересованы ли мы в кооперации каких-то там отдельных отраслей кыргызской экономики с Российской Федерацией? Безусловно. Сам Бог велел, если мы находимся в едином экономическом пространстве, в таможенном союзе, мы должны кооперироваться, не должны повторяться. И я вчера услышал от своих коллег, что впервые в следующем году собирается проводить такой экономико-культурного характера фестиваль или ярмарка, или как бы смотрину, как будем называть, форум, как будем называть, это не от этого зависит, а от результата. Это «Голос Евразии». Потрясающий проект, имеющий огромную перспективу, колоссальную перспективу. И самое главное, есть на то желание, есть на то необходимость со стороны, я за Кыргызскую республику отвечаю, есть в этом потребность, огромная потребность. Я в свое время, как проводивший Дни культуры Кыргызской республики в российских субъектах, в частности в Пензенской области и в Свердловской области, я видел потенциал. Не всегда надо ждать,
решение правительства или решение там, федерального масштаба. Надо налаживать связи на региональном уровне, на областном уровне, и дела пойдут быстрее. Я абсолютно уверен в этом. Я более того заявил, что в моих силах, я буду прилагать все усилия, чтобы именно вот со стороны Кыргызстана, какая помощь необходима, мы будем прилагать все усилия. Независимо от того, что, как закончатся эти выборы. Независимо от этого. Потому что это веление времени и требования нашего народа. Мы будем развивать эти отношения. Необходимость есть. Я вчера приводил пример. Некоторые кондитерские фабрики получают сырье неизвестно откуда. Тогда, когда есть у нас в Кыргызской республике. Кыргызская сельхозпродукция – это самая экологичная сельхозпродукция. Потому что Кыргызская республика ни одного грамма, ни одного килограмма химических удобрений не производит. Все это экологически чистейшее, натуральное. А есть необходимость в этом? Огромная необходимость. Вот, пожалуйста, я в свое время как раз и не успел договориться с Кемеровской областью, чтобы отправлять сельхозпродукцию туда, потому что тогда говорили, что не буду назвать из какой страны, эти продукции уже надоели. А вот из Кыргызстана это чистейшая продукция. Мы будем развивать это отношение. И призываю всех вчерашних моих коллег, которые об этом говорили, прилагать все усилия. Мы будем счастливы. Спасибо. Да, здравствуйте. Национальный интерес издания. Два вопроса тоже. Первый, соответственно, события на киргизско-таджикской границе. Можете вы как-то прокомментировать? Есть ли там ответственность для событий? Кыргызско-таджикские отношения, они носят уже на протяжении скольких лет, еще со времен Советского Союза. Потому что существует несколько документов. Есть документы по ограничению государственных границ, тогда назывался административных границ, не государственных. 20-х, есть 50-е. Одна сторона придерживается 20-м, другая сторона не признает, придерживается 50-м. Надо договариваться. Другого пути нет. Не надо идти на какие-то там крайние меры, надо договариваться. В любом случае надо договариваться, потому что там настолько все переплетено. Вот одна улица, правая часть принадлежит Кыргызской республике, левая часть принадлежит республике Таджикистан. Как теперь было быть? Пополам поделить улицу или как быть? Путем обмена надо договариваться. В любом случае надо договариваться, и не дай бог, конечно, сегодня вот то, что пострадали наши братские страны, братские республики между Азербайджаном и Арменией, не дай бог до такого состояния доводить. Надо договариваться. Другого пути нету. Нет, не бывает неразрешимых проблем. Все разрешимо, но только надо договариваться. Спасибо. И второй вопрос, который я задал еще. События, соответственно, 2010 года, да, чайные, когда эти люди там боролись против клана, соответственно, понятно. Вот ваше отношение к ним, к этим людям, просто, где-то и бытует мнение, что вы нелестно о них отзывались. Против кого? Ну вот те люди, которые участвовали во всем этом. В 10-м? Я так понимаю, клан семейный Бакиров, наверное. Да. Ну когда, собственно, было? Я нелестно отзывался о... Людях, которые там участвовали, называли их вроде как за людьми, там, алкашами, такого. Ну, можете просто прокомментировать, как из первых уст? Вы знаете, из первых уст как раз я несколько раз говорил, можно интерпретировать по-своему. Один из мировых известных ученых говорил, что то, о чем он говорил, журналист написал совсем наоборот. Скажите, пожалуйста, если в случае, если вы выиграете президентские гонки, возможно ли ваш оппонент Джапаров вместе с коалицией, как вы на это смотрите? Вместе, если возьмет как говорится, если уступите, я не знаю, как это получается у вас, или вы выиграете, или он выиграет. Возможно ли между вами коалиционный будет, или
между вами договоренность, что кто будет премьер-министром, кто будет президентом, например, вы, если станете президентом, то есть вы можете, как оппонент, если придет к вам, Я понял, да. вы понимаете? Вы какой представляете? Я портал pginfo.ru. Не от желания человека или не от желания политика должно зависеть будущее нашей страны. В Конституции. Раз написано в Конституции, что выигравшая партия или несколько политических партий объединяется и выбирает премьер-министра Кыргызской республики, то должны мы соответствовать этим требованиям. После президентских выборов должны немедленно проводить парламентские выборы. На парламентских выборах какие политические партии выиграют, им решать, кому стать премьер-министром Кыргызской республики. К сожалению, некоторые политики считают, вот он мне нравится, вот он со мной готов сотрудничать, я буду с ними работать, и начинают вот эти вот проводить соглашательскую политику. Это неправильно, это неверно. Кому быть президентом и кому стать премьер-министром Кыргызской республики, должен решать народ Кыргызской республики. Если ни одна партия не выиграет, то лидеры политических партий должны договариваться с другими политическими партиями, создать коалицию большинства. К сожалению, некоторые уропатриоты сегодня говорят, если я выиграю, тот станет премьер-министром, он еще не император, чтобы он единолично назначил кого-то премьером или кого-то министром. Это решение парламента. Через парламент, она делегированный орган, поскольку единственным источником власти и носителем суверенитета в Кыргызской республике является народ Кыргызстана. И народ делегировал свои полномочия формирования правительства, исполнительной ветви власти Кыргызской республики именно парламенту. Именно парламенту и решить, кому быть. Думаю, что мы со всеми политическими силами будем договариваться исключительно в рамках Конституции и в интересах нашего государства.